عبزيرة شما ذكريا بصحتي اللي خبشتشا يا أخي بي حضرت رج أبسني ترج وعالت أبس وكسميتك تورخ ويزكو يزلخو يلحقاويت. Вот пообщавшись с вами, я поняла, что вот переехав сюда, Абхазия сама вам навеяла идею, чем тут действительно нужно заниматься, но от идеи до реализации лежит огромная пропасть. То есть как все начиналось, как вы выстраивали технологический процесс, как обучались, какие трудности были? Вот давайте немного вернемся к этому. Ну, все началось 8 лет назад, и когда мы только с супругой задумали, что мы будем переезжать в Абхазию, и у нас была идея создания, то есть само название «Золото Абхазии» родилось раньше, чем родилась косметика. Вот. Появилось ООО «Золото Абхазии», которое мы приехали здесь, зарегистрировали, потом мы зарегистрировали товарный знак, и все время думали, что мы будем делать, когда мы приедем сюда, так сказать, предполагая, что просто сидеть ровно и ничего не делать у нас не получится. Были разные идеи, и просто наш, скажем так, друзья друзей нас натолкнули на то, что почему бы не делать продукцию для производства косметики. Мы с чего начинали здесь, это мы видели с вами гидролаты и видели порошки. Вот это, собственно говоря, первая наша продукция, которую мы начали делать и продавать. Это было еще до периода, когда мы сделали первое косметическое средство. Как вы обучались технологическому процессу? А потом пошел процесс, когда мы поняли, что мы, в принципе, из того сырья, которое мы делаем, из тех полупродуктов, мы можем сами делать косметику. И мы привлекли технологов, профессиональных, в том числе вот с теми партнерами, с которыми мы работали, надо отдать им должное, они не восприняли это как конкуренцию, ей помогли нам, подсказали, и вот этот был первый процесс притирки, создания первых, там, по-моему, 15 косметических средств первых. Я взяла этикетку в руки, и из 5-6 наименований растений может состоять, то есть все собрано в один комплекс. Даже больше иногда. Да. Вот скажите, как рождается золото Абхазии, как вы работаете с сырьем, с чего все начинается? Ну, собственно говоря, абхазская косметика рождается вот в этом аппарате. Вы видели, как загружается, как туда добавляется продукт растительный, в данном случае апельсин, как туда попадает вода. И, собственно говоря, поскольку в основных косметических уходовых продуктах, средствах 85, 80, где-то 90% это вода, а в нашем случае это гидролат, то есть это продукт пароводяной дистилляции растительного сырья. В данном случае, получается, это мандариновая это вода, апельсиновая. Апельсиновая вода. То есть. Апельсиновая, померанцевая ее еще называют, да, это абхазский апельсин. Единственное, что мы берем не кондиционный, не в том смысле он что битый и так далее, он мелкий. Вот, сейчас 60 литров. Да. То есть 60 литров воды даст 25 литров гидролата. То есть вот это цикл одного дня. Мы в день, получается, можем приблизительно 25-30 литров сделать. Смотрите, прошло 1,5 часа. Температура в баке внутри дистиллятора достигла 100 градусов. Пошел процесс парообразования и охлаждения. Да? И вот, собственно говоря, сам гидролат, или цветочная вода, как мы называем, он пошел. Пожалуйста, можно. О, такая душистая апельсиновая вода. Да, апельсиновая, да. Но она так и называется, апельсиновая вода. Основой ваших формул, как я поняла, являются фрукты и растения, которые произрастают у нас. У вас собственная сырьевая база или вы скупаете, собираете? Как это происходит? Нет, у нас и собственная база, и что не хватает, мы докупаем. То есть вот мы раньше обходились своим сырьем, теперь, поскольку производство расширяется, мы закупаем. В частности, вот мандариновую корку мы больше половины объема закупаем.
Да, вот это вторая часть основы производства косметики натуральной, без чего ее, собственно, нет. Это создание косметических полупродуктов растительных из местного органического сырья. То есть для нас принципиальная вещь, чтобы косметика делалась только на основе растительного или иного природного сырья, которое имеет абхазское происхождение. И на сегодняшний день используем 53 наименования, то, что мы в косметике уже используем, есть опытные образцы, то, что мы собираемся только использовать. Ну, то есть это все, что растет в Абхазии. Ну, то есть вот даже мандарин, получается, вам нужен не сам фрукт, а его кожица, правильно? Корка, да. Да. Это удивительно. Ну, для тех, кто в объемах делает мандариновый сок, я думаю, Да. пусть они не спешат выкидывать. Ну вот мы, собственно мусорное говоря, у ведро. тех, кто делает мандариновый сок, мы покупаем корку, да. Да. То есть для них... То есть для кого-то корка золото. Ну, в нашем смысле это вот и есть реально золото, из которой делается. То есть у нас в 10 или 12, по-моему, наименованиях продуктов используется мандарин. Вот корка сушится, это примерно занимает от 3 до 5 суток. После этого это молотится в порошок, мы вам покажем, как он выглядит. Только после этого из этого порошка, то есть который обладает влажностью не больше 6%, можно делать водные экстракты, глицериновые экстракты, масляные экстракты, СО2 экстракты. Допустим, ну вот сколько я могу получить за мешок вот Ну, 30 рублей килограмм. Да. При условии того, что сейчас мандарин очень часто не стоит 30 рублей. Ну, вы должны понимать для нас, то есть вот килограмм сухого продукта, то есть уже готового, из которого мы потом и делаем косметику, для того, чтобы его сделать в порошок, надо переработать, ну, чтобы было понятно, 15 килограмм мандарина. Вот. То есть из 15 килограмм мандарина получается 1 килограмм порошка, корки. Да. Да. А корка — это самое ценное косметическое сырье, которое у нас есть. Вот сырья, здесь, как мы говорим, святая святых производства абхазской косметики. Собственно говоря, вы вообще первый журналист, которого нога сюда ступила. Мы обычно сюда даже друзей своих не пускаем, потому что здесь определенные условия хранения. Вот. Ну, и здесь есть определенная схема хранения и определенные условия по температурно-влажностному режиму. Поэтому смотрите, здесь хранятся растительные порошки, вот в том числе всего нашего производственного, всех наших производственных интересов. То есть мандарин хранится, фейхоа хранится, лавр хранится. Это гидролат. А это вот здесь хранятся на верхней плошке порошки. Ага. Здесь хранятся гидролаты. Да. Это вот то, что мы вам показывали, продукт пароводяной дистилляции. Здесь несколько тонн, которые, в общем-то, вот, водную фазу заменяют. Это продукты, которые... Вот я вам сказал, фейхоа, мандарин, гранат. Да. Апельсин. Это все порошки, то, что вы перемололи. Да, это вот то, что мы с вами видели. Вот. Да. Вот в таком виде, вот в разных фракциях. То есть вот это мандарин? Это мандарин. Да, есть вот запах. то, что вот он в итоге вот превращается. Да. В так. То есть это вот уже урожай этого года. У вас здесь есть заготовочки камфорного лавра, лаванды, розы, допустим? Роза есть немножко, мы ее используем для производства VIP-продукта. Можно видеть? Можно. Вот у нас стоит 2 банки. И понюхать. 2 банки с маслом розы. Вот можно. Да, розой не пахнет. Ну, вот он экстрагирует, но зато все питательные свойства, да, косметические, да, он, скажем так, такой терпкий, насыщенный аромат, но, конечно, это не аромат розы. Касательно камфорного лавра и лаванды? Камфорный лавр нет, мы не используем в силу определенных технологических особенностей. То есть у нас нет пока для него готового продукта, который, чтобы он... Нам же надо не заготавливать ради заготавливать, и перерабатывать ради перерабатывать. Мы должны понимать, куда он в итоге будет применяться. То есть мы с ним эксперименты проводим, но не заготавливаем в том объеме, чтобы делать. Вот, допустим, зеленые консерванты, красители, ароматизаторы. Этим вы не пользуетесь, правильно? Нет, смотрите, мы не пользуемся ароматизаторами никакими. Вот все, как пахнет продукт,
как пахнет исходное растительное сырье или в результате переработки, как пахнет, например, гидролат или масло, вот это входит в состав продукта. Никаких дополнительных ароматизаторов отдушек, как натуральных, так и ненатуральных, мы не добавляем. Это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что это вредит качеству, во-первых, вводит в заблуждение потребителя. Более того, любой ароматизатор, даже натуральный, это балласт, который, в принципе, не нужен в натуральной косметике, он не несет никаких уходовых свойств. Даже иногда он вредит, потому что он закрывает поры, например. И для того, чтобы его компенсировать, вот эти негативные факторы использования ароматизаторов, приходится еще дополнительная манипуляция с косметикой приводить, это ее удорожает, и поэтому, в общем, мы от этой идеи отказались изначально на стадии, и это наша как бы принципиальная позиция, не использовать ароматизатор и красители. Никакие, в том числе натуральные красители, мы не используем, но уже не говоря про химические. Что касается консервантов, мы используем в своем производстве единственный консервант, там, где он действительно необходим. Это германонен, это зеленый консервант, он изготавливается полностью из растительного сырья, единственное, что не нами. То есть он изготавливается в Москве, есть производство, они специализируются на производстве натуральных компонентов для косметики. Вот в продолжении, что вы закупаете, получается, в России? Ну, смотрите, мы закупаем витамины, мы закупаем растительный глицерин, закупаем белую глину каолин для производства уптанов и производства скрабов. Ну вот, собственно, наверное... и упаковку. Ну, глина, наверное... Она у нас есть, но... Дело в том, что мы работали с этой глиной, очень дорогой процесс производственной подготовки. Во-первых, мы не такой большой объем, там 200-300 килограмм в год, используем для того, чтобы нам с нуля ее очищать. Ну да, вот этот процесс очистки требует специального оборудования, которое, если мы сюда привезем, мы при этом будем делать 200 килограмм, себестоимость этой глины совершенно нерентабельна. Еще мы для производства 6 продуктов наших, это уптаны, это порошки органические для ухода за кожей лица, сухие, и скрабы используем муку абхазских, белую муку абхазских, кукурузную абхазских аборигенных сортов. Вот самую лучшую, наш 5-летний опыт показал, делают в нашем родном Очимчирском районе, в Очимчире. Действительно, она уникальна по кремнию. Коллеги в Очимчирском районе, мы у них закупаем очень хорошего качества. И здесь же у нас на полочке ниже это отвары, это легкие экстракты, из растительного сырья, вот здесь лавровишня, мушмула, бамбук, фейхоа, лист фейхоа, мимоза, апельсин и так далее. То, что эвкалипт, естественно, лавр, то, что мы используем при производстве в тех же шампуней, гелей, кремов. И в том числе мы продаем этим нашим коллегам в Гагру, в Гагрскую водолечебницу. И здесь вот у нас вот стоит 8 бочек, в них продукты с маклюрой. Это я уже говорил, маклюра оранжевая, это адамово яблоко. Вот это делается спиртовой раствор, но на чаче. Ага. И тоже вот так настаивается, да? Ну вот настаивается не менее 90 дней. Но вот здесь в качестве экстрагента это натуральная чача, виноградная. Да. Нам говорят перевод продукта, но на самом деле кто занимается домашним изготовлением настоя маклюра оранжевая, очень часто это делает на спирте, на ректификате. Это вообще нарушение косметических и фармакопейных основ, потому что спирты, они высушивают кожу. А дистилляты, в том числе чача, они ее смягчают и раскрывают поры. Вот сейчас, в настоящий момент времени, у нас 2 крема стоит. Да, пожалуйста. Это тот крем, который сегодня утром был поставлен. Да. И второй крем, это который у нас
Мы его называем бульвариное молочко. Это крем, молочко для снятия макияжа с бульвариным молоком. Да. Он уже практически, если этот крем будет мешаться еще практически сутки завтра до обеда, то вот этот практически готов, и он сегодня к вечеру уже будет разливаться в бутылочку. Вообще цикл, поскольку мы производим натуральный продукт, натуральную косметику, органические кремы в том числе, и при этом делаем это холодным способом, мы единственный производитель вообще на постсоветской территории, насколько нам известно, кто делает кремы именно холодным способом, то есть без нагрева чаши. Ну, разница между холодным способом и горячим. Мы вводим все с самого начала, то есть в момент создания эмульсии, то есть ее купажирования. Да. И вымешивание происходит без потери свойств. Поэтому все полезные вещества в креме сохраняются, поскольку вымешивание происходит при комнатной температуре. То есть это длительный процесс. То есть если технология стандартная, вода-масло, масло или масло-вода, это 3-4 часа процесс длится, создание крема, то у нас длится этот процесс 1,5 рабочих смены. Это молочко для снятия макияжа. Да, То есть это без бамбукового угля, это именно для снятия макияжа. Но тоже с бульвариным молоком. Вот он уже готов. Видите, какая консистенция? Да. Давайте чуть-чуть крема. Это с буйволиным молоком, Да, правильно? это конечно, ну, мы либо здесь с- на месте покупаем, у крестьян покупаем, это у нас уже 5-й поставщик, ну, мы надеемся окончательно, то есть нас качество устраивает, они держат ферма буйволина. Касательно срока годности. Вот срок годности в связи с натуральностью, он невелик, правильно? Ну, но 10 месяцев это При немало. при соблюдении условий хранения, то есть это защита от прямых солнечных лучей, ограниченный доступ кислорода, то есть попользовались, сразу закрыли, попользовались, закрыли. Конечно, если баночка будет открыта, и кислород будет, крем будет в себя вбирать кислород, конечно, он 10 месяцев не прохранится. И температурно-влажностный режим обычной комнаты, в холодильник. А вот как удается продлить до 10 месяцев? Ну, я вам говорил, мы используем один консервант, германон М. Ага. Он зеленый сертифицированный консервант, единственный консервант растительного происхождения. Айна, вот пообщавшись с вашим супругом, я поняла, что вот разработка одного косметического продукта может занять месяц-два, а может и то и больше. Правильно? Да, все зависит от того, какой продукт. Порой создание продукта занимает от полугода до года. Ну, в зависимости от того, насколько он сложный. От компонентов. Сегодня вот что вы упаковываете? Это вот Сегодня мы ночной упаковываем крем у вас, ночной получается? крем, да. Мы в день упаковываем, вот вне сезон, Ага. 150 баночек в день. Когда сезон, мы разливаем, то есть 4 партии. Это получается у нас 280, ну 300 баночек. натурально это всегда равно безопасно, то есть вот натуральная косметика вызывает иной раз аллергию. И ваша тоже, вот по отзывам я поняла, что бывают такие случаи. Как этого избежать и вообще что с этим делать? Ну, начнем с того, что мы на каждой баночке, на каждой этикетке всегда предупреждаем людей о том, что если есть аллергия на какой-то компонент, то, естественно, это нужно избегать использования данного продукта. Аллергии бывают разные, и люди тоже разные, и не всегда человек знает, что у него аллергия на какой-то компонент, и, соответственно, когда он начинает принимать, и вдруг у него возникает раздражение, здесь нужно сделать вывод, либо это про нашу косметику конкретно. Да. Если это раздражение вызвал крем, когда при первом нанесении, вообще человек никогда не пользовался, да, натуральным, и начинает в какой-то момент, ну, созревает для того, чтобы, ну, начать пользоваться натуральным. Покупает натуральный крем, начинает наносить на кожу, и возникает покраснение. Это не всегда означает, что это аллергия, поскольку наши кремы настолько насыщены всеми компонентами, полезными свойствами и добавками вот этими натуральными,
что у человека возникает у кожи как бы шок, да? Кожа не готова к приему такого продукта. То есть тот, который раньше, допустим, пользовался химозой, Да, тот, кто раньше пользовался... и сейчас вдруг да. начал пользоваться натуральной косметикой, это сразу может вызвать Да. раздражение. Да, это не у всех, но такое возникает. И многие люди нам говорят, что у меня аллергия. Но это не значит аллергия. Нужно на сгибе локтя с внутренней Что стороны делать, да? попробовать для начала нанести. Если нет покраснения, это однозначно не аллергия, нужно продолжать пользоваться. Кожа привыкнет в итоге и скажет вам спасибо. То есть вообще какие особенности в натуральной косметике? Что вы скажете про это? За всех я не могу ответить вообще про Вашей натуральную. натуральной Про нашу косметику я точно могу сказать, что мы сюда не добавляем никаких ароматизаторов, красителей и ничего лишнего. Здесь только натуральные компоненты. Поэтому, когда люди говорят, что крем пахнет не очень привлекательно, ну мы же все люди разные, и восприимчивость к запахам у нас разная. Но вот в основе этого крема гидролаты, фейхоа, мандарин, киви. Вы можете это почувствовать? Ну, потому что при переработке... Больше какие-то лесные ягоды, я как будто чувствую, но это, наверное, потому что... Но все-таки запах натурального, Да. правильно? Вы не чувствуете ни Хьюго Босс и так далее. Нет. Поэтому все вот оно натуральное. То есть Поэтому вы наши имеете в виду, кремы... нет ароматизаторов, отдушек, поэтому они не пахнут так, как Да. хотелось бы Да. потребителю. Да. Многие у нас говорят, а вы добавьте какие-то ингредиенты, ну какие-то ароматизаторы, пусть даже натуральные, чтобы это вкусно, приятно пахло. Мы этого делать не будем. Принципиально для того, чтобы человек чувствовал, что он пользуется натуральной косметикой. Многих настораживает, и нам задавали такой вопрос, почему ваш продукт натуральный и стоит не так дорого, как у других производителей. Но мы честно признаемся, у нас не задача обогатиться на этом. И вот это серьезно, может быть, мало кто в это поверит, но на самом деле так и есть. Наша задача, чтобы люди поняли, что натуральное – это всегда лучше, чем химия. Продукция, мы можем сказать без стеснения, действительно эко. Даже упаковка, в которую мы упаковываем. Ну она да, вся сувенирная Да, упаковка, она в как вы называете. в Да, сувенирном очень исполнении, даже да. приятно. Но помимо этого, что здесь? Все быстро разлагаемое, то есть биоразлагаемое, то есть картон, этикетка вся бумажная, единственное, что баночка пластиковая. Здесь мы не можем разлагающую баночку какую-то применить. Хотя со временем может быть и такое. То у меня сложилось такое ощущение, что вот турист ваш больше знает, больше ценитель вашей продукции, нежели местный житель. Вот мне интересно, как относятся к местные к вашему бренду, есть ли доверие? Скажем так, мы для себя потребители не делим, местные, независимо от того, какая у него национальность и какой у него паспорт. Нам больше важен тип кожи, сказать, структура волос, вот такие категории, да, Но и если говорить об проблемы. основном потребителе. А основной потребитель, да, так сложилось, что у нас основной потребитель – это жители России, в силу того, что они больше информированы, лучше отслеживают рынок натуральной косметики, и то, что есть люди, которые специально едут и покупают нашу продукцию, это уже ни для кого не секрет. Но мы ничего не делаем для того, чтобы специально популяризировать продукцию среди жителей или жительниц Абхазии. Но так складывается, что с каждым годом или там с каждым месяцем, мы же это видим, и наши продавцы, консультанты это видят, их становится все больше и больше. Вот где сегодня можно приобрести вашу продукцию? Я знаю, что у вас есть магазины, но помимо этих магазинов? Ну, смотрите, у нас, да, два сейчас фирменных магазина, это в Сухуми и Новом Афоне. Мы открываем третий фирменный в Гагре в течение месяца, надеемся, это случится. Кроме того, мы сотрудничаем с рядом крупнейших санаториев и оздоровительных комплексов Абхазии, таких как Самшитова роща, Амра, с той же больной лечебницы, водолечебницы Гагарской, где есть наши точки продаж. Мы работаем с сетью магазинов при АЗС Псны Ойл, это сеть подорожник, там тоже представлена наша продукция. Отельная косметика, Отельная правильно? Если у вас косметика. отдельная линия. Да, отдельная у нас линия. Ну, смотрите, это разработка конца прошлого года. То есть здесь входит 5 наименований продуктов.
именно для гостевой набор, он так и называется, гостеприимная Абхазия. Мы его делаем только под заказ. Иногда крем, иногда наклейки. Ага. И так целый день получается, да? Да. Вы сами пользуетесь этой продукцией? Да, конечно. И как, что скажете? Какие у вас отзывы? Хорошие. Я уже здесь пользуюсь больше года. Тем более я участвую в этом В процессе создания процессе косметики? создания. И мне очень приятно. Ага, сложная работа, что скажете? Нет, не сложно. В основном работа сидячая, поэтому не так Не трудно. сложно, да? Да. Ага. А мы можем с вами поменяться местами? Да, конечно. А вот этот аппарат только для кремов или шампуни тоже вы здесь разливаете? Только для кремов. Ага. Одно нажатие на педаль 50 миллилитров. Ага. А я 2 раза А нажимаю. вы 2 раза это 100 Что миллилитров. получается? Понятно. Ара, югашын хома? Ара ракича заигвара маҷарка сынхо. Сусура иуеиԥшым ара санрыцхраауоуп, амагазинқәа сырхылаԥшуеит, аусуҩцәа сыԥшаауеит. Ҳара уажәы Гагра амагазин ааҳартуеит адәқьан. Убри адәқьан азы аусуҩцәа ҳрышьҭоуп уажәы. Арагьы срыцхраауеит, ианаҭаху арагьы срыцхраауеит. Сара араҟа аусура даара изгәаԥхоит, ҭаацәак еиԥш аус ҳауеит. Ҳара ҳаԥсуа косметика изгәаԥхо рацәаҩуп, убри азын ҳаргьы ҳгәы иахәоит. Естественно, у нас есть определенные планы по развитию. Мы строим новый производственный корпус, в котором будут... И который мы видим, Да, получается. Вы да, да, планируете мы расширяться, да? Мы, ну, не просто, мы все делаем для того, чтобы расширяться. То есть там будет 2 новых производственных помещения, новый склад и производственная лаборатория, чего мы очень ждем, потому что это просто наша задача номер 1. Это перевести производственную лабораторию с договорных на отношения на собственность. Тогда это даст возможность нам очень серьезно расширить наше производство. Есть, конечно, и мужчины, которые пользуются нашей косметикой, но в основном это, конечно, женщины. В основном это приезжие туристы, которые вот, если хоть раз кто-то попробовал что-то, допустим, какой-то крем или что-то еще, шампунь, потом приезжает и уже закупает очень много, можно сказать так. Местные тоже, девушки, женщины тоже как бы нас увидели, нас узнали и тоже с удовольствием приходят и покупают косметику. Так потихоньку, но все больше и больше у нас покупательниц. Хит продаж? Хит продаж, вы знаете, хит продаж, ну, в принципе, все. Почему? Потому что все на самом деле работает, все заявленное у нас в каталоге, все работает. Начиная с тоников, ну, да, гидролаты натуральные, заканчивая антивозрастными сыворотками и кремами. А что скажете о ценовой политике? Ну, это не только мое мнение, а многих даже и покупательниц наших, что ценовая политика, вот что касается, ну, например, возьмем, так как мы говорили про кремы, антивозрастные сыворотки, недорогая. Недорогая. Кремы такого качества, продукция такого качества и работающая, на самом деле работающая косметика, она стоит, ну, можно сказать, недорого. Крем у нас от 580 рублей до 800, самый дорогой крем.